Сначала администрация Назрановского района посетила дом семьи Угурчиевых, чтобы оказать им поддержку и передать продуктовый набор. Чеку я сюда лучше. Я шли лучше. Семья Угурчиевых, известная и уважаемая в своем селе. Старший сын Рустам и его младший брат Адам были сотрудниками МВД. Когда в июне 2004 года в Назране раздались автоматные очереди, старшему сыну семьи Угурчиевых поступил тревожный звонок. Он понимал, что случилось нечто серьезное, поэтому Рустам брату тоже велел готовиться. Они собрались за считанные минуты. Мать Зейнаб умоляла не ехать, просила хотя бы оставить дома Адама. И он ушел. И второй за ним. Он был на дежурстве. Снова подвернул себе ногу. Лежал дома. Ему и не надо было туда идти. Он все равно сказал, я тоже пойду со своим братом. Они уехали и больше не вернулись. Всю ночь в районе Икажевского перекрестка не стихала стрельба. В семье ждали до рассвета, но вместо сыновей домой пришло известие об их гибели. В ту ночь также погиб и глава семьи Бикхан Угурчиев, отправившийся на поиски сыновей. 2 сына и моего мужа не стало. Но после этого мы их похоронили как надо, как положено. После этого в 2009 году судебным приставом работал 3-го дня сын. Его тоже в 2009 году тоже делали нападение и убили. И вот я теперь осталась. У меня нет никакого сына, ни мужа, никого. В семье остались 2 дочери. Зейнаб Угурчиева, потеряв 3 сыновей и мужа, с достоинством приняла испытание судьбы. Та ночь с 21 на 22 июня 2004 года стала одной из самых трагичных в истории республики. Хорошо подготовленная атака боевиков численностью до 500 человек, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, они захватывали блокпосты на федеральной трассе, расстреливали сотрудников МВД и мирных жителей. Были атакованы склады, база ОМОНа, погранотряд, старое здание ФСБ. За одну ночь республика потеряла около 100 человек. Мне вспоминать трудно сегодня. Мне больно это вспоминать. За своих сыновей больно. За тех ребят, которые погибли, больно в эту ночь. Это была очень тяжелая ночь была. Администрация Назрановского района также посетила семью Дзейтовых. В ту трагичную ночь свою жизнь отдал сержант милиции Магомед Дзейтов. Его вспоминают как спокойного, справедливого и внимательного человека. Хорошо учился. В Самаре, когда учился, отлично. Он заканчивал, в мае месяце заканчивал университет, юридическая академия. Когда Магомед Дзейтов услышал стрельбу, он был дома после смены. Магомед сразу связался с управлением, получил подтверждение тревоги и выехал на службу. По дороге его остановили боевики. Магомед до конца оказывал сопротивление, но погиб от полученных ран. Отец Магомеда рассказывает, что сын был полон планов. В августе собирался засватать невесту, но не успел. Указом президента России он был посмертно награжден орденом мужества. Ежегодно администрация Назрановского района навещает семьи погибших правоохранителей, отдавая дань памяти их подвигам, выражая глубокое уважение и поддержку. Мария Амбата, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.